прошлых видео мы познакомили вас с самыми быстрыми серийными и не только автомобилями. Если вы не видели этих роликов, то обязательно их посмотрите, ссылка находится в описании. А мы продолжаем тему максимальной скорости, и сегодня вы познакомитесь с рекордами скорости на мотоциклах. Начнем с рекорда скорости на серийном мотоцикле. Рекорд 400 км в час был поставлен в 2015 году на мотоцикле Kawasaki Ninja H2R. На мотоцикле стоит турбированный четырехцилиндровый двигатель объемом 1 литр и мощностью 310 лошадиных сил при 14 тысячах оборотов в минуту. При этом вес байка составляет всего 216 килограммов. Даже с учетом веса пилота получается больше, чем 1000 лошадиных сил на тонну. Еще раз напомню, это мотоцикл, тут всего 2 колеса. Каждый порыв ветра чувствуешь на себе значительно сильнее, а прижимной силы, как на автомобиле, добиться значительно труднее. На данном мотоцикле можно ездить только на гоночном треке. Есть, конечно, и гражданская версия с меньшей мощностью двигателем под названием Kawasaki Ninja H2, которую, кстати, можно неплохо доработать. Теперь хотелось бы развеять миф о другом претенденте, который хотели запустить серийное производство, а именно о Dodge Tomahawk. Многие говорят, что это самый быстрый мотоцикл на земле и утверждают, что максимальная скорость 468 км в час, хотя этому никаких подтверждений нет. Для такого странного аппарата это весьма сомнительные показатели. Данный мотоцикл имеет уникальное строение. Во-первых, на него установлен двигатель V10 мощностью в 500 лошадиных сил от автомобиля Dodge Viper, а вес мотоцикла составляет 690 килограммов. Во-вторых, колес здесь все-таки 4, а просто они соединены парами, и каждый имеет свою независимую подвеску. Это сделано для дополнительной устойчивости и реализации мощности, и поэтому это скорее квадроцикл. Но это ладно, закроем на это глаза. Можно сказать, что это двигатель на колесах, но суть в том, что как бы то ни было, теста скорости или ускорения для данного аппарата не производилось. Но разработчики утверждают, что разгон до сотни занимает всего 2,5 секунды, а максимальная скорость равна 468 км в час. Вообще, данный мотоцикл на скорости 200 км в час никто никогда не видел. И производство его загнулось почти сразу после старта. Было сделано всего 9 мотоциклов вместо задуманных 300. А теперь самое интересное, что касается абсолютной категории среди мотоциклов. Тут скорости куда серьезнее. Это реально суперболиды среди мотоциклов. Двигатели далеко за 1 литр и мощностью под 1000 лошадиных сил. И имеется даже специальный аэродинамический каркас безопасности. Всего при весе менее 1 тонны. Рубеж 500 км в час был преодолен еще в далеком 1970 году, 550 км в час в 2006 году. И с тех пор пошла борьба между двумя американцами, которые из года в год били свои рекорды скорости среди мотоциклов. В 2008 году был преодолен рубеж в 580 км в час, а в 2009 Крису Карлу удалось максимально приблизиться к рубежу в 600 км в час и достичь скорости в 591 км в час. В эту капсулу с обтекаемым кузовом установлен 3-литровый 16-клапанный двигатель мощностью в 500 лошадиных сил, и при этом вес мотоцикла составляет всего 730 килограммов. Длина 6 метров, высота полметра и ширина 800 сантиметров. Предыдущий рекорд Рокки Робинса был побит, и через год он решается опять вернуть себе звание самого быстрого байкера в мире. Его мотоцикл имеет примерно те же габариты и массу, но имеет 2 турбодвигателя от Suzuki объемом 1,3 литра каждый, и в сумме выдает чуть больше 1000 лошадиных сил. И на таком мотоцикле в 2010 году он поставил новый мировой рекорд скорости в 605 км в час, а в лучшем из заездов было достигнута скорость 634 км в час. На этом сегодня все. Как вам такие рекорды скорости? Пишите свое мнение в комментарии, нам надо знать, какие темы вам интересны. И не забывайте ставить лайки. Пока!